важно будет научить учеников учиться самим. Традиционно на кафедре обществознания, права и социального управления проходит ежегодно конкурс эссе по обществознанию. В этом году этот конкурс проводится уже 9-й раз, и в этом году собрал участников из 7 регионов. Это и Краснодар, это Тобольск, это Тамбов, это Иркутск. В общем-то, широкая география как по России, так и по Республике Башкортостан. В этом году он проходит немножко в ином формате, нежели в прошлые года. Мы, основываясь на системно-деятельностном подходе, в этом году финал уже сделали в форме дискуссионного клуба, в рамках которого ученикам уже приходилось самим формулировать свои мысли, участвовать в прениях. Ну и мы пригласили в качестве экспертов это общественных деятелей, политических деятелей, заслуженных учителей республики, которые, во-первых, поделились своим мнением, а во-вторых, смогли поднять уровень дискуссии на высокий уровень, я бы сказал, чтобы она была интересна самим ребятам. Ребята очень активно участвовали, у нас были подключения через интернет. Наша основная мысль была, во-первых, научить ребят общаться, а во-вторых, чтобы они какие-то смыслы, какие-то видения, новые горизонты увидели бы в результате этого общения. А темы были актуальны. Это и молодежь 21 века, это и будущий учитель, это современное общество, и в этом цифровом мире какая роль отводится человеку, то есть искусственный интеллект затронули. Я участвовала в конкурсе, потому что попросил заведующий кафедры. Я написала эссе и не была уверена даже, что пройду финал. И получается, неделю назад я увидела письмо, что меня приглашают в Уфу на очный этап. Я сразу же позвонила завкафедры, он сказал: все, едем. И получается, мы готовились защищать это эссе с презентацией, но оказалось, что очный этап уже изменили в этом году. Он уже был в форме дискуссий, то есть были вопросы, и мы с экспертами их разбирали. Дискуссия прошла очень информативно, было очень интересно слушать других участников, самих экспертов, и также мне понравилось, что были схожие мысли мои с экспертами. Мне сегодня посчастливилось участвовать, наблюдать как эксперт на удивительной дискуссии. Дискуссия о том, какой сегодня должен быть учитель, завтра учитель будущего. Вы знаете, удивительные предложения, удивительные неравнодушные ребята. Ребята горят, умеют дискутировать благородно, интеллигентно, такое уважение друг к другу, и тревога, и за учителя, и любовь к нему. Таких я увидела сегодня ребят на этой дискуссии. Наверное, вовсе не случайно. Буквально недавно наш глава государства Владимир Владимирович Путин не случайно, наверное, встретился со студентами именно педагогических вузов, потому что понимание, как и у наших ребят, о том, что в руках учителя, в его золотом сердце, это наше будущее. Об этом сегодня спорили, дискутировали, вносили предложения. И, ребята, огромное вам спасибо за любовь к учителю, тревогу и понимание. Диплом первой степени Булдакова Александра Алексеевна, руководитель Давьяла Валерий Казимирович. Диплом первой степени Михеева Ксения Александровна, руководитель Садриева Эльмира Ириковна. Дипломом первой степени награждается Валиева Азалия Ревгатовна, город Туймазы, руководитель Садриева Эльмира Ириковна.